Хоп, всем салам алейкум. Здравствуйте и доброго утра всем зрителям и слушателям, которые слушают и видят. Ну, обязательно подписывайтесь, поделитесь. Мы тоже стараемся, чтобы что-то давать, что-то анализировать и говорить вам. Я тоже слежу ситуацию, которая в данный момент есть в Украине. Почему я на русском говорю? Потому что я хочу, чтобы все Азия, которые, русскопонимающие люди, чтобы понимали. Да, я не русский учитель и не русский, чтобы говорить без акцента. У меня есть очень большие ошибки, акценты. Но все-таки стараюсь говорить, чтобы было понятно. И русским, и кроме русских. Вот я слежу, как идет бои. День и ночь. Я там заметил вот два типа воинов. Два типа. Скажем, вот две категории воинов, которые воюют. У них там две категории воины воюют. Вот давайте первая категория, которую я вам сейчас скажу. Первая категория, которая за Родину, за детей, за будущих своих, которые воюют. А другие категории за деньги воюют. Те категории, которые за Родину воюют, за землю, за свободу свою, они абсолютно не хайпуют. Они очень осторожно, очень тихо и очень четко. И у них глаза не видно страха. Почему? Потому что они за будущее свое, свою детей, за будущее свою Родину они воюют. Они спокойно, они четко воюют. Другие типы там, других категорий людей, которых их хозяин обещал, не знаю, то ли 1 миллион рублей, то ли 2 миллиона, то ли 5 миллионов рублей, или там несколько тысяч долларов за того, что поедешь и приедешь. У них мысли, как вернуться живым и получать это деньги, а потом кайфовать, хайповать, орать, кричать. Вот их мысли, вот только это. Они абсолютно не хотят умирать. Абсолютно не хотят умирать. Они все время прятаться, боятся. Почему? Потому что они приехали воевать. Того, что там их ждет награда. Их мысли на награда, а не победа там. Вот как бы скорее вернуться, свой вот этот контракт, не знаю, там буду 10 дней, 15 дней, 20 дней, воюю и приеду, получаю свою награду. У них мысли там на деньги, а не в войне. У них нет планов, у них нет проектов, у них нет стратегии, ничего нету. У них есть один командующий, или 2, или 3. Да? Вот давай сделаем так, давай сделаем так, давай сделаем так. Они идут, у них нет планов, ничего. Почему? Потому что они за деньги приехали воевать. Они ждут те день, когда вернутся, они получают свои деньги. Понимаете? Вот
тоже два типа людей будет в войне. А русские солдаты очень трусливые. Солдаты сейчас, в данный момент, себе показали таким очень трусливый солдат. Почему? Почему русские солдаты боятся? Что думаете, они понимают, что нельзя убивать украинцев или там что-то нельзя делать? Поэтому нет. Кто это думает так, что русские жалеют украинцев, поэтому не воюют, они... Это ошибка. Вы ошибаетесь. Русские солдаты просто трусливые солдаты стали. Понимаете почему? Потому что вся жизнь их пугали. Вот кто-то приедет сейчас, да? И вам сейчас покажет, что надо делать. Понимаете? Они родились в страхе. Родились в страхе. Эти солдаты. Вот видно, они пацан, молодые там. 20-21 год там. Да? Ну, они во время правления Путина родились просто. Скажем. После 90 они родились. Они росли в страхе. Почему? Потому что он сейчас придет, тебе покажут. Один разборка, все придут, бьют, убьют, что надо, что хочет, того делает. Все нормально. Понимаете? Они росли в страхе. У них нет боевых дух. Понимаете? Их все время Путин создал такой группа, такой система создал. Их все время страх держал. Вот чеченцы придут, вот кадыровцы придут, вот кадыровцы придут, вот они Москву равняют, вот кадыровцы придут. Они, это у нас, вот скажу одну, почему мы мусульманские люди, вот когда в ночью где-то в темноте останемся один, у нас страх появляется какой-то. Знаете почему? Потому что когда мы маленькие, все время нас пугают. Понимаете? Вот, сиди тихо. Тихо сиди, вот бджи идет. О, аджина, бджи, о, ома, да, мегира, мебара. У нас вот это вот пугают. Понимаете? Особенно когда вечером, когда ночь, когда темнота будет, нам не дают играть. Мы хотим на улицу выходить, а там бджи стоит. Вот там сатана есть. Сатана заберет тебе. Вот так нас пугают. А когда мы становимся взрослыми, этот страх от нас не уходит. Все время, когда мы ночью останемся один, хоть дома нету никого, у нас в голове какой-то вот бджи. Понимаете, вот какой-то сатана. Вот это вот играет у нас в голове. А я видел здесь ночью. Мы ночью, где есть могила, вообще не идем. Почему? Потому что из молодых лет, нам пихают вот это вот страх про смерть, про тот свет, страх. Понимаете, вот это? Вот это страхом мы, растем и живем с молодых лет. А когда вот взрослые будем, мы боимся, если будет немножко темнота, мы боимся в сторону вот могила близко идти. А я здесь видел, ночь, вот, прямо вот дорога есть, вот внутри вот могила, вот это центры, есть один большой могила, внутри есть дорога, 3 часа, 2 часа ночи, спокойно один человек, сигареты курит и идет, просто идет. Не думает, здесь лежит труп, здесь могила большой, заходить нельзя, об этом абсолютно не думает. Знаете почему? Потому что их не пугали.
Тут не пугали своих детей. У них есть... У них в голове не играет ничего. Вот точно так же русских солдатов вот пугали. Вот рот закрой, сейчас приедет вот кадыровцы, сейчас чеченцы вам Один чеченец сейчас воюет, например, со стороны Украины. Весь русский солдат уже намочили свои штаны, сидит там. Весь русский солдат. Вот верите в это или нет? Почему? Потому что у них из молох, когда маленькие были, наверное, у нас говорили тихо-тихо, вот быджи идет, быджи идет, быджи идет. Наверное, русские матерят и говорят, тихо-тихо, не плачь, сейчас чеченцы придут. Они вот так пугали их. Они вот так их пугали. Понимаете? Вот тихо-тихо кадыровцы. Приезжает машина кадыровцам там, например, да, кайфует, орет, музыка, кричит. Ва-ва, центр Москвы. Все говорят, тихо, кадыровцы проедут. Пусть проедут они. Вот так страх им гоняли, страх, понимаете? Вот сейчас, в данный момент, я спасибо скажу тем братанам, чеченцам, которые сейчас воюют, помогают украинцам, за их защита земли стоит. Мужики, лично от души, весь русский солдат обосрал. Весь русский солдат. Почему? Потому что там чеченцы воюют. Оттуда воюют чеченцы. Они опасны. Вот. Весь русский солдат обосрал. Они не идут в бой. Не идут. Не хочет идти. Почему? Потому что у них есть страх. Вот точно так же ночь будет, мы не идем в сторону могилы. Почему? Потому что из молодых лет нам гоняли в мозг, что вот там тот цвет, умрешь, там внутри могила тебя будет пытать, там, короче, там вот это вот все, что есть, делает на тебе внутри могила. Понимаете? Вот так их пугали. Вот как нас пугали. Вот. Точно так же их тоже пугали. Понимаете? Вот поэтому они не воюют. У них страх больше. Вот слышат, что там есть ребята с Чечни там воюют. Тем более их до того пугали, из этого война, терроризм. Понимаете, как их пугали? А? Они сразу мочат свои штаны и все, короче. Они не идут туда воевать. Почему? Потому что там есть ребята из Кавказа. Все, они уже обосранный сидит, русский солдат, и не воюет. Это реально, я вам говорю. Реально, они не воюют. А там видно, что кадыровские пацаны, они не вместе с русским сидят. Они не хотят быть с ними, рядом с ним. Они абсолютно этого не хотят. Вот их хоть заставляй, хоть что делай, они не будут спать и есть вместе с русскими солдатами. Почему? Потому что они взрослые. Они мужики, которые взрослые, понятливые. Они идут туда, они знают, куда идут, за что идут. Да? А это русские солдаты они. Как такой человек, например, авторитетный, который весь Россия, начиная от Путина, да, всех сидит на страхе, они будут идти, сидеть вместе с солдатами, срочниками и воевать будет вместе с ними. Они не идут с ними. Солдаты чувствуют себя одним. У них нет защиты, нет никого, ничего нет у них, понимаете? Поэтому они выходят в поле боя, некоторые из них от страха умирают. От страха умирают.
А если вы скажете, нет, русские солдаты не воюют, если они... Не, вы ошибаетесь. Они показали, как они воюют, как они воруют, да? Как они разговаривают с телефоном, который еще не попали, наверное, в поле боя или где-то, или на нормальное место. Они как разговаривают, мы все видим, как они. Да, хорошо, кайфово, воруем, кушаем, да? У них это есть. Так что не думайте, что русские, как-то говорят, у них нет желания воевать или нет желания убивать. У них дохуя желания убивать и воевать. Ну просто у них страх есть. Страх, который они не могут преодолеть, это страх. Вот. Поэтому они не могут воевать в этой поле боя. Второе еще, народ России абсолютно эту войну не поддерживает. Вот их, как-то говорят, заставляют, отправляют туда. Да? Некоторые с желанием идут, да? Но есть люди, которые их заставляют. Ты идешь, ты там будешь воевать. Короче, их заставляют туда. У нас есть одна поговорка, говорит этой. У нас говорит сага маджбур шкор бурдана мешава. Это обозначает перевод, да? Собаку, да, насильно не можешь охота забрать с собой. Почему? Потому что эта собака не будет охотиться. У собаки, когда есть желание охота, ну без тебя охотиться. Вот у этих солдатов действительно нет желания идти туда. Но они идут. Есть мало кто у них есть тоже желание, но не все. Народ абсолютно не поддерживает эту войну. Это проигрывает война. Как он начинал, уже проиграл. Реально. Как начинал, уже проиграл эту войну. Представляете, Путин начинал войну и сам убегал, спрятался где-то. Вместо того, что Зеленский спрятаться где-то, да? Зеленский стоит вот прямо в центре войны. Стоит он, командует, воюет. А Путин убегал. Начинал война и сам убегал. Как это понимать? Кто начинает войну и сам спрятаться где-то и командует откуда-то? Нет, внутри людей нет. Я начинаю война и буду спрятаться еще сам. Как это понимать? Это говорят, что есть страх. Понимаете? Страх есть. А кто боится, тот проиграет. Даже обычным вот ринге, выходишь в ринг, на рукопашный, на бокс, без разницы. Или просто другой спорт. Ты выходишь там, если у тебя есть страх внутри, все теперь проиграешь. Какой бы у тебя сила не был, какой бы у тебя удар не был, да, ты проиграешь. Вот реально, Конор Макгрегор, Хабибу проиграл. За что? Страх был у него. Страх. Он видел там пацаны, как дружатся, как они друг за друга стоят, как они это. Ну, когда Конор был со своими там группами, да, на улице, на где-то, он мог бы спокойно орать, кричать, а когда в клетке остался, у него страх был. Видно его в глаза, видно это бой, смотрите, у него в глаза страх есть. Он не как яро нападает, понимаете? У него какой-то страх, он проиграл. Вот сейчас у русских солдатов и у этих страх есть. Они проиграют. У Путина тоже страх есть. Значит, это говорит, что проиграют. Конкретно проиграют эту войну. Это будет начало позор России, то, что он начал.
конце концов доиграл, всех держал в страхе. О, Россия, великий атом, я атомная бомба, что-то. Вот теперь, пожалуйста, не только у тебя есть это атом, а весь мир есть. Ты хочешь уничтожать свой народ, пускай свой атом, пожалуйста. И оттуда 10 на тебе будет летать. Обратным отчетом. Но вот такой. Почему не будет воевать русские солдаты? Я вам сказал. Я вижу, их снимают. Ну, не знаю, им дают какой-то таблетка, что-то. Ну, все равно война без этого не бывает, все равно даешь. Но украинские солдаты без этой таблетки, да, они такие храбрые, они ярые, как тигр, как голодный волк, защищают землю. Реально, как голодный волк. А русские боятся это делать, понимаете? Они реально боятся. У них реально страх. Они не хотят. Они умереть не хотят. Им неохота умереть. А украинские бойцы, им нормально. Они не боятся умереть, не боятся ничего. Почему? Потому что они знают, куда идут, что они защищают, понимаете? Вот поэтому уже будет эта война проиграна с российской стороны. Народ не поддерживает, никто не поддерживает, понимаете? Это уже проиграл. Хотя бы там 4 бабушки поддерживают, которые у них дома нет сахара. Дай 4 килограмм сахара, они Путина ругают тоже. Реально. Они за сахар все идут. Наверное, это интервью записывают, обещав им сахар. Давайте, вот это ты говоришь, вот снимаем тебе и отдадим там коробка сахар тебе, и ты будешь дома. Это бабушка, что она делает? Это бабушка. Молодежь не поддерживает. Народ в общем целом, народ не поддерживает. Это война. Всем салам алейкум. Еще будем следить и будем вам говорить, какой ситуация. Сейчас время мало. Все-таки будем стараться. Как-то будет нормальное время. И со все их видео я вам покажу, какой страх у них есть. А какой храбрость есть. Где и что видно. Я вам все это буду показывать. А дальше салам алейкум всем.